Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Продолжение сотрудничества. В Сухуми прошло заседание Абхазо-Крымской комиссии. С поставленными задачами справились на хорошо. В вооруженных силах завершились командно-штабные учения. Более 50 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Об эпидситуации в стране. В рамках рабочего визита президента Абхазии Аслана Бжаня в Российскую Федерацию состоялась рабочая встреча с руководством управления делами президента России. Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, Аслан Бжаня, управляющий делами президента России Александр Колпаков и его первый заместитель Павел Фродков обсудили вопросы российско-абхазского взаимодействия. Во встрече также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Сухуми прошло заседание Абхазо-Крымской комиссии по социально-гуманитарному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера правительства Абхазии Беслана Джопова и заместителя председателя Совета министров Республики Крым Георгия Мурадова. В рамках встречи стороны утвердили повестку дня, согласовали регламент рабочих групп и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. По итогам заседания был подписан протокол. Я хочу от лица крымской делегации искренне поблагодарить руководство Республики Абхазия и вас, уважаемые друзья, за теплый прием и эффективную работу. Мы обсуждали целый комплекс вопросов на заседании совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Выработали протокол третьего заседания и подготовили план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2022-2024 год, на трехлетний период. Очень важно то, что у нас было полное единодушие, полное понимание задач, которые перед нами стоят. И, конечно же, мы сделаем все необходимое для того, чтобы по завершении вот этого трудного периода, связанного с пандемией, наши отношения быстро, эффективно шагнули вперед и работали на пользу наших жителей, и крымчан, и жителей Республики Абхазия. После подписания протокола заседания Абхазо-Крымской комиссии по социально-гуманитарному сотрудничеству Беслан Джопова и Георгий Мурадов ответили на вопросы журналистов. Надеемся, что и в дальнейшем у нас возможность такая будет продолжать эту работу. Мы сегодня наметили в плане экономического развития, гуманитарного. И вот в свете этих направлений пришли к большим таким очень направлениям, которые обсудили вместе в рабочих группах. Побывали наши ведомственные коллеги, друг с другом обсудили в своих ведомствах те мероприятия, которые мы будем в дальнейшем претворять в наших отношениях. Это первым долгом касается экономического развития и гуманитарного направления. Это и образование в сфере, это и спорт, это, и, конечно, и экономического блока, который у нас много интересных проектов, которые мы сегодня обсуждали, и не просто так на бумаге подписали, а в самом деле есть заинтересованные люди. Мы представляем правительство наших республик, и те, кто будут заниматься этими делами, имея поддержку в связи с этим соглашением, в связи с теми намерениями, которые мы сегодня подписали, приняли, будет намного легче эти проекты претворять в жизнь. Я думаю, что в равной степени и протокол, и план работы на следующие 3 года являются важными документами. Базисный документ, как сказал Беслан Цыбович, был подписан в 2016 году. Это наше соглашение о развитии разносторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Это соглашение мы сейчас и отрабатываем с принятием каждые 3 года новых планов. Неверно было бы думать,
что то, что мы делаем, пока еще не приносит пользы. Это не так. У нас уже есть целый ряд реализованных проектов. Прежде всего я отметил бы завершающийся сейчас проект, который направлен на производство очень ценного сырья. Это рыбная мука и рыбий жир. Такой проект реализуется с помощью наших абхазских друзей, абхазских инвесторов на Керченском полуострове, в городе Керчь, где идет большой лов рыбы, мелкой рыбы, которая как раз и используется для производства рыбной муки и рыбьего жира. Безусловно, у нас есть определенные достижения в сфере двусторонней торговли. Я вам могу точно сказать, что абхазские мандарины, абхазские цитрусовые, другие южные фрукты присутствуют на столах крымчан, как и, в общем-то, всех россиян. То есть у нас двусторонняя торговля развивается. Мы хотим сделать ее еще более выгодной для наших граждан с точки зрения ценностных, стоимостных показателей. Для этого разрабатываем транспортные, логистические схемы. У нас все виды туризма обговорены, обсуждены, и мы выработали целую схему работы по развитию туризма. Это транспорт, это строительство, это многочисленные абсолютно институты развития, по которым мы работаем, в том числе в международной плоскости. Это общественные связи между нашими странами. Даже могу привести пример. Вот сейчас ожидаем мы 9 мая, ожидаем 80-летия трагических событий начала Великой Отечественной войны. Абхазские именно поисковики нашли на крымской земле героев, абхазцев, которые погибли в этой войне. И мы договорились о том, что возведем мемориальный знак, посвященный павшим героям, с участием руководства Абхазии. Это тоже очень важные вещи, которые формируют сознание наших людей. Георгию Мурадову также был задан вопрос об организации морского сообщения между Абхазией и Крымом. Очень важная тема. Мы всячески выступаем за это, будем вносить свой вклад. Это, конечно, вопросы с нашей стороны российской больше федерального уровня, потому что море не является субъектовым каким-то объектом, который можно использовать. Но мы, конечно, будем свою роль, свое слово говорить. Нам очень нужен транспорт. И для перевозок товаров, это самый дешевый вид перевозок, морской транспорт я имею в виду, и для перевозки пассажиров, потому что, да, конечно, пассажиры, прежде всего имеются в виду туристы, бизнесмены, люди, которые хотят общаться друг с другом. Нам, наверное, надо отрабатывать и скоростные маршруты. Может быть, сейчас в Крыму восстановили производство кораблей на подводных крыльях скороходных. Они не очень устойчивы против волнения, штормов и так далее. Но надо и этот вариант рассматривать, и, может быть, паромный вариант рассматривать, потому что есть паромы, которые берут фуры, машины, и обходят эти все горы, которые нас разделяют на Черноморском побережье. Мы это сможем сделать быстрее, эффективнее и дешевле. Поэтому работаем с этой темой. В Вооруженных силах Абхазии завершились командно-штабные мобилизационные учения, которые проходили в 3 этапа на базе Чемчирского районного военного комиссариата в районе боевого применения 1-й стрелковой бригады. Цель учений – повышение навыков офицеров и должностных лиц военного комиссариата, управления и штаба бригады, резерва планированию, организации и выполнению организационных мероприятий, приведение бригады в высшей степени боевой готовности, оказание помощи в принятии обоснованных
координированных решений по сложившейся обстановке и доведении задач до подчиненных в оборонительном бою. Также состоялись учения с боевой стрельбой первой стрелковой бригады, резерва и приданных подразделений. Военнослужащие в составе артиллерийских подразделений выполнили нормативы по занятию и смене огневых позиций, их инженерному оборудованию, маскировке, обнаруживали цели, вносили корректуры и решали задачи огневого поражения условного противника во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями и армейской авиацией. Полевой выход завершится контрольным тактико-специальным учением по управлению подразделениями в ходе оборонительного боя с выполнением боевых стрельб из всех видов артиллерийских систем. Сегодня у нас совместные мероприятия с первой стрелковой бригадой резерва и боевые стрельбы. В них принимает участие артиллерийская группа и минометные подразделения 1 и 2 батальонов. На первом этапе, соответственно, мы совершили марш, встали здесь лагерем, находились здесь, проводили практические занятия, в том числе по предметам обучения, в том числе огневую подготовку, вождение машин. И сегодня вот этап боевой стрельбы. Подготовка оцениваю на хорошо. Вчера провели занятия на допуск к боевой стрельбе со всеми батареями. Все подразделения с поставленными задачами справились. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в преддверии курортного сезона обсудила с руководителями автотранспортных предприятий ряд важных вопросов, в том числе расписание движения автотранспортных средств и его соответствие интересам всех АТП. Кристина Озган предложила для контроля за соблюдением существующего расписания и правила перевозки пассажиров привлечь сотрудников МВД. Руководителям АТП поручено обратить серьезное внимание на вопросы обеспечения безопасности и удобства пассажиров. Министр экономики также предупредила о том, что в ближайшее время намерена проверить состояние автовокзала на границе ПСО. В селе Дюбжа над рекой Кадор открыт обелиск в память о молодом воине Романе Ферсбо, погибшем в Отечественной войне народа Абхазии. На церемонию открытия пришли армейские товарищи, родственники и односельчане погибшего. Роман Ферсбо родился и вырос в селе Отап. После окончания школы он поступил на службу в Агудзерский полк внутренних войск Абхазии. В самом начале войны, когда шло формирование боевых отрядов, Роман Ферсбо с товарищами планировал присоединиться к бойцам Восточного фронта. В течение нескольких дней они пробирались по лесу. 18 августа им пришлось переходить реку Кадор вброд. Роман не умел плавать, однако постеснялся сказать об этом товарищам. В итоге, не справившись с бурным течением, он утонул. Ему было всего 18 лет. Обелиск в селе Адюбжа – это символ вечной памяти о молодом воине и всех погибших сынах Абхазии. При исполнении служебного долга, то есть когда напали на нас, это человек без раздумий, который исполнял свой служебный долг до конца. И мы очень многих ребят потеряли, таких как он. Из-за таких парней нету разницы. Иногда говорим, кто-то что-то меньше сделал, кто-то больше сделал. Нет, это неправильно, это исключено. Если даже человек непосредственно произвел в сторону одного своего врага хотя бы один выстрел, он приближал нашу победу. И этот парень был в лице них. В последнее время в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты связывают это с несоблюдением ограничительных мер и безответственным отношением граждан к необходимости использования индивидуальных средств защиты. Дениса Гергия продолжит тему. Эпидситуация в республике заметно ухудшается. За сутки в стране выявляют больше 50 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в Сухумской инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 34 человека. 10 из них в тяжелом состоянии. 4 лежат в реанимации, еще 4 в дополнительной палате интенсивной терапии. На фоне ослабления карантинных мероприятий количество больных стало увеличиваться. Это связано с тем, что население расслабилось, перестала соблюдать нормы санитарно-гигиенические, перестали выполнять
меры профилактики, перестали носить маски. Врачи инфекционной больницы говорят, что в последнее время вирус мутировал. У пациентов наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья. Чтобы не довести эпидситуацию до критической, медики обращаются к населению страны с призывом соблюдать санитарные нормы и воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях. Раньше, если у нас где-то пневмонии начинались тяжелые, где-то 7-й, 8-й, 10-й день заболевания, сейчас мы уже видим, что можем уже и на 3-й, 4-й день повторные лихорадки, и на 5-й день у нас люди поступают уже с пневмониями, со снижением сатурации, которые уже требуют более интенсивных и более ранних лечебных мероприятий. Надо быть настороже, нельзя расслабляться, надо продолжать как-то беречь себя, беречь своих близких, родных, своих стариков, домашних. Поэтому мы еще раз говорим, что этот вирус невидимый, но он, к сожалению, незаметно проникает, наверное, в каждую семью. Такая же картина наблюдается и в других районах Абхазии. Главврачи районных ЦРБ предоставили данные по числу заболевших за последнее время. Отмечается увеличение количества поступающих больных в инфекционный госпиталь. В реанимации находится 14 больных тяжелых. В инфекционном отделении 28 ковид-подтвержденных пациентов. Отмечается рост обращаемости пациентов. По состоянию пациентов все заслуживающие внимания, имеющие сопутствующие заболевания. После кратковременного снижения темпов заболеваемости в конце марта и начале апреля отмечается увеличение числа новых заражений, увеличение более тяжелых форм заболевания. Возникают предположения о возможности нового штамма коронавируса. В данный момент в объединенном ковид-отделении Гагарской ЦРБ состоит 14 пациентов, 7 человек в ковид-отделении и 7 человек в обсервации. Из них 5 пациентов тяжелых, 9 пациентов в состоянии средней тяжести, подтвержденных 9 человек. По району отмечается некоторая расслабленность населения в отношении соблюдения масочного режима, дистанцирования в местах скопления. Просьба к населению не терять бдительности, не расслабляться. В Ачимчирском и Тукарчалском ковидных госпиталях ситуация под контролем, но рост заболеваемости тоже наблюдается. На стационарном лечении находится 12 человек. Из тех, которые лежат в стационаре, средняя степень тяжести, то есть это там, где присутствует и есть пневмония, 7 человек. За вчерашний день был 1 положительный, за позавчерашний день было из 40 человек, 17 человек было положительных. Ситуация по району относительно спокойная. За прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек, ПЦР отрицательный. На данный момент в Куарчальской ЦРБ проходит лечение 5 пациентов в состоянии в средней степени тяжести. Хотелось бы обратиться к населению Абхазии, соблюдать масочный режим и дистанцирование, чтобы избежать заражения. Врачи изо дня в день борются за спасение наших граждан. Все эти месяцы они находятся вдали от своих близких, да и в свободное от дежурств время они работают, отвечая на звонки пациентов. Но несмотря на то, что в республике введены ограничительные меры, массовые мероприятия все же проводятся. Например, в среду в Госфилармонии состоялся фестиваль фольклорных вокальных ансамблей «Райда». Министерство культуры Абхазии дало разрешение на проведение мероприятия, однако с соблюдением ограничительных мер, согласно которым наполняемость зала не должна была превышать 40%, а зрители должны были соблюдать масочный режим. Но по этим кадрам мы видим, что большинство зрителей не соблюдали эти правила. Очень не хочется, чтобы и это культурное мероприятие стало еще одним очагом распространения коронавируса, ведь здесь были собраны коллективы практически из всех районов Абхазии. Дениза Герги, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Состоялось первое заседание Сухумского городского собрания нового созыва. Депутатский состав обновился, но в связи с тем, что в 4 из 19 округов выборы не состоялись, присутствовали лишь 15 депутатов. В повестке дня первого заседания значились 3 вопроса: выборы председателя собрания, его заместителя и формирование депутатских комиссий. При обсуждении первого вопроса один из депутатов предложил на должность председателя кандидатуру Ираклия Харчилава. Однако он заявил о самоотводе, и депутаты
депутаты отложили этот вопрос до следующего заседания. В то же время было принято решение выбрать заместителя председателя собрания. Из двух выдвинутых кандидатур Игоря Бирая и Дмитрия Осия тайным голосованием заместителем председателя собрания был избран Дмитрий Осия. На состоявшемся заседании депутатов Гудаутского районного собрания нового созыва председателем был избран Валерий Малия. Его заместителем стал Аляс Кварчелия. Впервые в Гудаутском районе вместо 29 избрано 20 депутатов. На улице Ласурия проводятся работы по укладке ливневого трубопровода. На протяжении многих лет проходимость воды на данном участке была затруднена, поэтому близлежащие территории подтапливались. В связи с этой проблемой руководство АГТРК обратилось в администрацию города. Ждать долго не пришлось. Специалисты МУП ДРСУ обследовали участок. В результате выяснилось, что всему виной старый трубопровод, которому около 50 лет. К тому же поврежденный корнями деревьев. Работы по укладке пластикового трубопровода диаметром 500 мм будут завершены в течение нескольких дней. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу, 23 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 14-19. Температура морской воды плюс 12. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.